Народное финансирование или краудфандинг – так называют коллективный сбор средств на различные проекты. От скромного ремонта в изо-студии до съемок кинофильмов с большим бюджетом. И в Казахстане это явление уже стало настоящим трендом. Что полезного казахстанцы смогли сделать в складчину, а на что пока только собирает, знает моя коллега из Алматинского бюро. Смотрите прямо сейчас сюжет Лии Будиянской. Айгуль Байкадамова с нетерпением ждала премьеры фильма «28 панфиловцев». О том, что подвиг легендарных гвардейцев решили увековечить в кино, она узнала случайно. Прочитала в интернете, что в Кыргызстане планируют помочь проекту деньгами, и не смогла остаться в стороне. Для нее история 316-й дивизии очень личная, ведь Айгуль Бахыджановна – внучка генерала Ивана Панфилова. Андрей Шалёпа – режиссер фильма о Панфиловской дивизии. На старте проекта нужного бюджета на картину у него не было. Но Андрей решил попытать счастье и объявил сбор средств на съемки и последующий монтаж. Для презентации проекта выбрали российскую краудфандинговую платформу. И люди откликнулись. Народное финансирование фильма «28 панфиловцев» стало первой ласточкой краудфандинга для казахстанцев. А следом за ним появилась новость о создании первой в Казахстане онлайн-платформы по сбору средств. Краудфандинговой платформой может воспользоваться любой. Ограничений по контенту проектов нет. Они могут быть и социальными, и коммерческими, но есть условия приема проекта в работу. Проект должен быть живым. Прежде всего, он должен быть живым, он должен нести в себе идею какую-то, он должен быть обязательно подтвержден чем-то, что автор уже сделал, он должен нести под собой какую-то базу. Сая Асанова – автор одного из первых успешных проектов на платформе. Он называется «Асар». Это центр дневного пребывания для пожилых людей. Эдакий детский сад для пенсионеров с питанием, присмотром врача и интересным досугом. На краудфандинговую платформу Сая пришла с уже работающим проектом и подробной сметой того, на что еще ей нужны деньги. В результате необходимая сумма в 657 тысяч тенге собралась, и сейчас центр «Асар» раздает всем, кто его поддержал, вознаграждение. Это одно из условий краудфандинга и его главное отличие от благотворительности. Мы старались обязательно привязать это к тему пожилого возраста, к тем ассоциациям, которым добрые есть. У нас вот это бабушкины носочки вязаные, либо там бабушкино варенье. Бауыржан, большое вам спасибо за участие в нашем народном финансировании нашего проекта. Мы и наши бабушки очень благодарны вам за участие и поддержку. Спасибо. Спасибо, Даем. Спасибо. Это вам бабушкино варенье. Спасибо. Спасибо большое вам. На данный момент первая в Казахстане краудфандинговая платформа с успехом реализовала 3 проекта. 3 находятся в процессе сбора средств. По мнению специалистов, народному финансированию доверяет все больше стартаперов и неравнодушных обывателей. Поэтому у краудфандинга в нашей республике есть все шансы стать популярным способом помочь. На этом все. Вы смотрели программу «В центре Азии». До встречи в эфире на телеканале Казах ТВ.